Но, кстати, ваша любовь к футболу, она до сих пор сохранилась? Конечно. Или это все, так скажем, в студенческие времена? Нет, это навечно. Это, на самом деле, вопрос был специально задан. Но я знаю, что вы сейчас являетесь одной из самых преданных болельщиц нашего любимого казанского «Рубина». Вы не поверите, иногда я убегаю, иногда я, например, не выхожу на поклон. Это, конечно, секрет. Но, например, если меня нет во втором акте, я могу уехать, поймать такси, быстро поехать там, например, На стадион. второй тайм, допустим, На да? второй тайм. Вы сейчас знаете, что директор театра тоже слышит нас? Да, я знаю. Здравствуйте, дорогие телезрители! Исян Месескадр Дуслар. Вы смотрите кулинарное шоу «Секреты татарской кухни». Ну и, конечно же, прямо сейчас мы встречаем нашу гостью, заслуженная артистка Республики Татарстан, ведущая актриса театра Камала Миляуша Шайхутдинова. Встречаем! Миляуша Исян Месес. Здравствуйте, очень рад вас видеть, тем более не с пустыми руками. Да, не с пустыми руками, я вам принесла подарки. Рассказывайте. Это книги. Это посвященные книгам моему педагогу Марсель Хакимовичу Салимжанову. Это диски. Когда вы будете готовить, можно слушать песни. Здесь поют актеры нашего театра. А эта книга посвященная моему папе. Миляуша Шайхутдинова, заслуженная артистка Республики Татарстан, актриса Татарского государственного академического театра имени Камала. Родилась в Казани в семье народного артиста России, актера Тинчуринского театра Наиля Шайхутдинова. Окончила актерский факультет Казанского университета культуры и искусств, курс Марселя Салимжанова и Фарида Бекчентаева. В 1995 году была принята в труппу Камаловского театра. В театре на ее счету не один десяток ролей. Среди них Гульбану в «Ходжа на Средине», Гайша в спектакле «Смелые девушки», Расима в «Свет моих очей», Фарида в «Мехабет ФМ», Матюрина в «Дон Жуане» и многие другие. Миляуша, расскажите, пожалуйста, что мы сегодня будем готовить? Будем готовить сегодня леши с курицей. И будем готовить тотле из пастилы с сухофруктами, с шоколадом. Вот такое сладкое к чаю. Итак, с чего начнем? Элиш? Леш с мяса. Начнем мы с мяса. Так, Так, будем курочка. Курочка. Разделывать мясо и для того, чтобы мариновать. Леш из курицы почему? Потому что это очень удобно в дороге. Я с 2 лет езжу на гастроли с родителями. Ну, у вас театральная семья, У меня да. театральная семья, и поэтому это очень удобно. Это сейчас есть кафешки, есть какие-то там заведения, где можно остановиться. А раньше этого не было. И поэтому и я по принципу, то, что я такой древний человек, и поэтому я и сейчас беру с собой все необходимое. И бывают ситуации, когда ты остаешься в дороге, и там машина сломалась, и ты вот стоишь там еще далеко до ближайшего пункта, и мы тогда пьем из термоса чай. А у вас все с собой? А у меня Вы всё не с собой. пропадете? Да, и я стараюсь угощать всех. Папа мне всегда говорил, что ты не одна. Надо брать с собой побольше, чтобы угостить всех, кто есть в автобусе. Миляуша, я понимаю, что вы любите свой коллектив, да, любите их угощать, но честно скажите, вы сами-то любите готовить? Я иногда люблю, вот иногда бывает, когда свободное время. Но Вдохновение когда? Вдохновение, иногда бывает. Вот смотришь так, думаешь, хочешь это попробовать, но сделать. Но времени бывает очень мало, поэтому... Но моя дочка говорит, что бы я ни готовила, она всегда мне говорит, что мама, это безумно вкусно. Может быть, это даже салат с помидором, но она может сказать мне, мама, это очень вкусно. Мне кажется, просто она вас очень любит. Да. А в семье кто у вас, вот, в основном в детстве, кто вкусно готовил? Бабушка, мама? Все, кроме меня, готовят очень вкусно. У меня мама специалист по кухне, она может готовить целые банкеты на 100 человек, с ней все советуются. Бабушка готовила всегда, бабушки, 2 бабушки, они были из одной деревни, и они готовили на свадьбы, на ош, маджлис. Вот всегда они готовили, просили у них, чтобы они готовили баурсак, чак-чаки. И как-то на мне природа отдохнула, я думаю, что я всегда была уверена, что ко мне придет мама, она мне всегда поможет, какое-то, например, большое мероприятие, если... То есть вы никогда не переживали Да, я по знала, поводу вкусного стола? Да, я знала, что мне всегда помогут и будет очень вкусно. Так, курочку мы порезали. Да, мы это все сейчас маринуем. Лук нам нужен. Так, лук, давайте лук я быстренько порежу. Хорошо. Так, какие-то специальные специи есть или стандартно? Соль, перец? Но перца побольше. Побольше. Всегда к нам, когда приходят гости и говорят, что беляш должен, вот именно наш фирменный, с перцем, чтобы прям горело все.
Мы добавляем соли и много-много И много-много перчика. перчика. Кстати, перчик у нас, опа, сейчас я его максимально побольше добавим. Да. Так, перемешивайте, Вот, и сейчас перемешиваем. добавим лучок. Да. Миляша, ну и сейчас я предлагаю перейти к детству вашему. Вспомнить, когда вы первый раз вообще увидели сцену, увидели театр, и сразу подумали, все, это моя жизнь, я тоже буду актрисой. Вот расскажите немного об этом. Но я, кроме сцены, ничего не видела. Я не помню, чтобы я как-то вот очутилась и была в театре. У меня такое ощущение, как будто я всегда была в театре. И я, кстати, всегда думала, что я никогда не пойду в театр. Потому что это было так тяжело. Бывать на гастролях, ездить все время. То есть вас брали с собой всегда? С 2 лет меня брали всегда на гастроли, и все время я была в дороге, и все время мы жили не в гостиницах, может быть, у кого-то жили. И там нас всегда угощали разными вот вкусняшками, балешами, лешами, там, и, в общем, все, и пироги, и сполбы, и пироги, в общем, все, что угодно татарской национальной кухни. Кстати, позвольте, я напомню нашим зрителям, что Миляша Шайхутдинова – дочка народного артиста России и Татарстана, конечно же, человека, который 50 лет отдал театру Тинчурина и никакому другому. Да, Наиль Шайхутдинов, светлая память, давайте поаплодируем. Скажите, пожалуйста, вот пример отца вдохновил вас? Вы знаете, я даже не знаю, как это получилось. Наверное, было это случайно, может быть, конечно, это закономерно, но как бы я кроме театра ничего не видела. Но в тот год, когда я закончила в школу, первый раз в Институте культуры открылся курс, вот именно в институте, потому что до этого не было высшего образования в Казани. И были педагоги, Марсель Хакимович Салимжанов, мои педагоги, и Фарид Рифкатович Бекчентаев приехал только из Москвы, и они собирали курс. И я хотела поступать на восточные курсы в университет, КФУ, но папа мне дал вот как бы газету и сказал, ну там как-то курс собирают. Имей в виду, Кызым. Нет, ну так как-то так. Я думаю, интересно, есть консультации, нужно сходить посмотреть, что же это такое. Я пришла и как бы рассказала басню, стихотворение, как положено. И потом подошла к педагогам и к Фариду Рифкатовичу и спросила, мне точно стоит идти к вам? Или как бы, если нет, скажите нет. Он говорит, ну вот это была наглость, потому что я говорю, ну если у меня нет таланта, это же видно, если нет, вы бы сказали нет и все. Он говорит, ну попробуй, приди. И я как бы вот потом тогда, мне было интересно смотреть, как они занимаются, как Фарид Рифкатович проводит консультации. Это меня больше заинтересовало, чем как бы вот работа в театре, может быть, что же это такое. И я всегда знала, что если мне не понравится, я всегда могу идти. Но я уже больше 20 лет работаю в театре Камала, значит, мне нравится. Так, курицу мы пока отложим замариноваться. Да. Откладываем и будем готовить татлы для чая. Потому что, мне кажется, к чаю всегда у нас, у татар, всегда есть что-то вкусненькое. И чай для меня это вот одно из самых любимых блюд. Я могу весь день только пить чай и быть вот, Вы не поверите, я тоже. вот в тонусе только из-за чая. Мы берем пастилу. Пастила должна быть, я люблю, с кислинкой. Не сладкую, не вот с яблоком или там вот такую фруктовую, а именно я люблю с кислинкой. Так, хорошо. Так, мы ее вот складываем на бумагу пергаментную и слоями масло. Масло, первый слой масла, да? Да, и вам даю задание для того, чтобы можно нарезать курягу, чернослив. Так, ну это все понадобится нам для татла. Да, все для татла. Мелко-мелко. Скажите, пожалуйста, во время обучения в институте какие-то интересные происшествия, так скажем, или сложности возникали? Мы учились все время в театре, все время. Мы были в малом зале задействованы в спектаклях, мы играли уже какие-то со 2-го курса роли. И мы все время были в коллективе в Камаловского театра. В 9 утра мы приходили, во сколько уходили, было Даже непонятно. не помните. Ну, непонятно. Хорошо, неужели не было времени на какие-то хобби? Иногда мне разрешали. Иногда Фарид Рифкатович знал, что я люблю футбол. Иногда он делал даже так, ну иди, сходи, узнай счет. Потому что я, видимо, сидела, дергалась, говорит, ну иди, сходи. А Марсель Хакимович тоже очень вот такой заядлый был болельщик. Вот какой он болельщик, это можно описывать, рассказывать, можно написать целую книгу. Но, кстати, ваша любовь к футболу, она до сих пор сохранилась?
Конечно. Или это все, так скажем, в студенческие времена? Нет, это навечно, мне кажется, это невозможно. Это на самом деле вопрос был специально задан. Но я знаю, что вы сейчас являетесь одной из самых преданных болельщиц нашего любимого казанского «Рубина». Вы не поверите, иногда я убегаю, иногда я, например, не выхожу на поклон, это, конечно, секрет. Но, например, если меня нет во втором акте, я могу уехать, поймать такси, быстро поехать там, например, На стадион. второй тайм, допустим, На да? второй тайм, да. Иногда это бывает. В Москве я убежала со спектакля, меня искали. Ну, когда я была в массовке, там только, там общие кучи. Я нашла себе замену, другую актрису. Вы сейчас знаете, что директор театра тоже слышит нас? Да, я знаю. Но этому меня приучил мой папа. Он тоже был таким заядлым болельщиком. И мы ходили вместе с ним в детстве. И поэтому вот это уже в крови, это не искоренить никак. А тем временем у нас все готово для того, чтобы собрать наше блюдо под названием татлы. Но кроме чернослива, куряги мы добавляем еще грецкий орех и Шоколад. тертый шоколад. Но можно варьировать, придумывать по-разному. Можно, естественно, со сгущенкой. Можно с медом. Все это вместе смешать, а потом уже складывать. Здесь предела вашей фантазии, друзья, нету. Да. Поэтому сами решайте, какую начинку для татл делать. Но мне кажется, главный все-таки здесь ингредиент, кроме пастилы, конечно же, это орехи. Да. Орехи и, мне кажется, шоколад тоже. Вот, ну, как бы, я люблю с шоколадом. Сколько примерно должно у нас оно охлаждаться в В холодильнике? морозильнике лучше. морозильнике. В морозильнике. Мне кажется, вот нужно посмотреть, если уже как бы вот можно резать тонкими слоями, то тогда уже... То есть, ну я думаю, за час, Пока готовится пока не лишь. готовится лишь, татло точно будет готово. Да. Ну и сейчас самый интересный процесс, в который я стараюсь не вмешиваться. Да, это просто заворачиваем тихонечко, делаем рулетик. Давайте я тоже приму участие, чтобы потом не сказали, что Руслан не готовил с вами татло. Опа. Но самый красивый эффект этого блюда, когда мы его разрежем и красиво сложим в тарелку. Да. И сейчас мы можем также в эту же бумагу, это все для того, чтобы отправить в морозилку. Итак, мы отправляем татло примерно на 1 час в морозилку. Сейчас, по традиции, небольшая рекламная пауза на канале ТНВ, после которой мы продолжим готовить элеш с курицей вместе с Миляшей Шахидиновой. Татло. Лист фруктовой пастилы обмазали сливочным маслом, посыпали измельченными курагой, черносливом, грецкими орехами и шоколадом. Свернули в рулет и отправили в морозилку на 1 час. Дорогие телезрители, вы вновь смотрите программу «Секреты татарской кухни». Напоминаем, мы сегодня готовим вместе с очаровательной актрисой театра Гариасгара Камала Миляшой Шайхутдиновой. Миляша, Безурахмат, что нашли время в вашей футбольной театральной жизни пришли к нам. В первой части программы мы приготовили сладкое блюдо татло. Оно у нас в морозилке, готовится к употреблению, да? К потреблению. И сейчас мы продолжаем готовить элеш с курицей. Классическое вкусное татарское блюдо. Куриное филе мы порезали, оно у нас маринуется. Сейчас настала очередь картошки и теста. Да. Так, картошку я порежу, наверное, кубиками, традиционно. А Про я- тесто расскажите вы, что за тесто у нас? Это обычное дрожжевое тесто. Так. Миляша, я хотел бы вас спросить о секретах театральной жизни, вот театра Камала. Можете нам пару секретов раскрыть? Тех, которые ваши коллеги, может, и не рассказали, побывав у меня в гостях. Не знаю, о чем они вам рассказывали, но секрет ли это? Но у нас есть традиция. Традиция – это пить чай в нашей гримерке. Это- Гримерка под номером? 212. Запишите, если вы хотите попить чай. Да. Добро пожаловать в 212 в гримерку. Так Какие как- условия входа, участия в чаепитии? Чаепитие – это просто, когда мы устаешь во время работы, репетиций, и нужно просто взбодриться, можно зайти к нам и попить свежего, хорошего чая. Есть даже у нас, вот мы в гримерке, девочки, одна девочка уехала в Петербург, и вдруг я получаю смс-ку, она мне пишет: «Милька, ты сволочь». Вот так вот. Вот прям. так прямо. Я думаю, что случилось? Как? Она говорит: ты подсадила меня на чай. Я так хочу пить чай, и я не могу здесь его выпить, просто там В нельзя. Санкт-Петербурге все пьют кофе. Да, и вот как бы вот получается, мы с девочками очень любим, и каждый приносит у нас, кто-то приносит пироги, кто-то приносит какие-то пахлавушки, кто что готовит. И мы вместе собираемся, мальчишки привозят воду То вкусную. есть, а мальчикам тоже можно заходить? Конечно. Мальчики... Сколько человек вмещает гримерка? Был ли рекорд поставлен?
Я По не количеству знаю, гостей. я не знаю сколько, но мы никого не выгоняли. Вот такая она чудесная, да, дружелюбная гримерка номер 212. Да, 212. Заходите. Так, Миляша, сейчас я добавлю картофель к нашему мясу. Да, И все это перемешаю, начинка будет готова. да. Как у вас дела с тестом? Ну, думаю, что тесто тоже вот будет сейчас готово. Так, у нас, заметьте, есть большие, так скажем, шарики и маленькие. Маленькие — это крышечки. Да, маленькие это крышечки для лежи. Дайте, пожалуйста, соль. Ну и, пользуясь случаем, я поздравляю, Миляуша, вас, всех ваших коллег с открытием Спасибо. 113-го, друзья, 113-го театрального сезона в Спасибо. театре имени Галиасгара Камала. Чем будете удивлять в этом году? У нас ожидаются премьеры, мы сейчас готовимся. Традиционно, ко дню рождения Марселя Хакимовича у нас каждый год, вот эта традиция нашего театра, мы выпускаем новую премьеру. И в этом году, это в начале ноября, у нас будет по произведению по Чингизу Айтматову «Менгелек Буран», «Буранный полустанок». Это очень такое масштабное произведение, и вот ждем вас на нашей премьеры в начале ноября. Кстати, о традициях, ведь каждый год театральный сезон в театре Камала открывается постановкой «Зангар-Шаль». Да, это, но ожидается везде, вот даже на гастролях. В первую очередь спрашивают про «Зангар-Шаль». Я сама лично участвую уже в 3 постановках «Зангар-Шаля», потому что «Зангар-Шаль» же меняется. Меняются актеры, меняются солисты, меняются танцоры, но мне кажется, все равно классика остается классикой, мы не забываем наши вот национальные танцы, песни, Салих Сайдашев. Ну а прямо сейчас самый интересный и красивый момент приготовления леша, то, как мы его будем собирать. Итак, начиночка. Начиночка. Опа. Чем больше мяса, тем вкуснее. Естественно. Получается. И масло Чем добавляем. больше заварки, тем вкуснее чай. Да, да. И добавляем сливочное масло. Да, потому что у нас все равно мясо такое, оно... Все-таки есть у вас секрет, видите, а вы Вот, говорите нет. Опа. Вот, масло мы добавляем. Так, закрываем. Миляша, скажите, пожалуйста, какие-то еще примеры будут в этом году? Конечно, ожидаются, мы готовим параллельно. Мы же не работаем как бы вот один только спектакль, мы готовим параллельно музыкальную комедию, веселую, называется «Бью Перье». Ильгиз Зайниева это пьеса, и, естественно, у нас есть актеры, которые вот прям хорошо танцуют, хорошо двигаются, и эта пьеса посвящена, наверное, вот даже... Всем их талантам дали возможность. Но вот у нас Ильдус Габдрахманов, он хорошо двигается и танцует. И вот именно пьеса написана вот для него. «Бью Перье» — это и есть наш Ильдус Габдрахманов. То есть музыкально-танцевальная комедия ожидается. И да, Ильмир Низамов написал музыку, современную, хорошую. И как бы вот очень веселая должна получиться у нас комедия. А тем временем у нас тоже премьера произошла. Да. Первый элеш, Первый сделан элеш. на нашей кухне. Самой Миляушевой, Бигзур Ахмед, очень красиво. Так, давайте второй я попробую сделать, давайте поменяемся. Давайте Так. масло добавим. Так, вы добавляете масло, да? Чуть-чуть. Фигуру не будем беречь. Миляша, ну и хотелось бы пару слов буквально, чтобы вы рассказали, вы преподаватель как-никак сейчас? Что и кому преподаете, скажите? Я всегда, когда вот раньше меня спрашивали, если ты не будешь актрисой, тебя не возьмут в театр, что ты будешь делать? Я говорила, уйду в детский сад и буду работать с детьми. И как бы, видимо, это вот говорят же, амин жирина туракильде, и я сейчас с удовольствием занимаюсь с детьми. И вот у меня возраст с 3-4 начинается, и вот уже 4 класс, с 3-4 лет и до 4 класса. И я люблю с ними вместе играть, вместе валяться на коврике, вместе... ну, в общем, иногда бывает занятия до 7 часов у нас, вот поздние занятия, но еще в 8 часов мы еще остаемся там, приходят родители, шумят, говорят, ну, когда уже можно забрать детей. Мы вот вместе так веселимся и играем в театральной студии. Вот мы узнали, откуда вы берете это вдохновение и энергию. Да. Миляша, вы меня тоже сегодня вдохновляете. Посмотрите, что я сделал. Посмотрите. Собственными руками. Замечательный элеш. Ну что, продолжим? Продолжим.
Вот такие красивые элеши у нас получились. Да. Мы берем противень, смазали его растительным маслом и сейчас все это перекладываем. Миляша, вы согласны, что когда вот женщина на кухне готовит, к ней приходит вдохновение, она чувствует какой-то прилив сил к себе? Ну, когда даже готовят какие-то маджлис, то мне кажется, вот это про мою маму. Ее невозможно остановить. Ей кажется, что все нужно приготовить. И вот у нас есть такой персонаж. Мне кажется, в одном персонаже вот вся суть татарской женщины, которая готовит за столом. Это из спектакля «Турмош Мабу», «Гаяз из Хаки». Это прям так у «Гаяз из Хаки» написано. Здесь и ирония, здесь и любовь к этому. Ну давайте женщине. кусочек. Представьте, вот эта женщина, кухня, все, готовится маджлис, тут... Ее муж спрашивает, что мы будем готовить, что нам купить на свадьбу. Да? И она говорит, что... Білмеймін енді қарт, әлі сен алып қайтқан бір қопшық ұнда бітмеген. Шул жете, Аллаға шүкір, Аллаға шүкір. Той төшім арасында бірақ атыштырыға болмаса бір қопшық ұн ал. Анан ары бұл қақтышқа Фәриде айта бірінші сорт керек деп біз олған майарам есекірушен болыр дей. Бір кішкене генә қопқош май алсаң да жете. Құдаларға шәй ана қоярға, молаларны шақырға шықына қоярға, білмеймін де варенье фәлән алсақ. Варенье белән шикәр генә бит қызық булмас. Йомырқан бар әлі жетмәс анымында тирә күршеләрдән дә табып буланы шәһәрдән ташып килмәсен инде. Бәле җимешендә бетмәгән әле. Никах мәҗлес вакытында бит хәер шимиңлек кол кеби 3-4 җимеш кенә чыгарып кую қызық булмас. Үзең шул мулла мәзин белән кода булачаксың. Тешлесе 5-6 кадак бит теләсәң 10 кадак алырсың. Тешсезе 5-6 кадактан да артык булмасын. Кактыш өстенә сибәргә чәчәкле конфет ал. Фәридә ит алар ике төрле була дип берсе бак кына ярма кеби ди. Икенчесе эре кына чәчәк кеби ди. Онытма ике төрле. Ит ашартыннан күңелләре боргаланы фәлән дип китмәсен дисәң бер ике дистә лимон ал. Ана бит әле мулла белән катышкач куа асрап шүрү затсызлык була. Иртәнге чәйгә кай вакытларны муллаларны алып килерсең, Сираҗиддинне чакырырсың. Мулла белән катышканнар чәй анда флисунда юк дип әйтмәсеннәр дисәң, бер ике дистә әфлисунда ал. Аннары муллаларда чәй артыннан бер тәмле су бирәләр. Мин аны Фәридәдән сораштым. Ул курышия икән. Аны расың, әгәр дә ошамлыктан тәмлерәк, затлырак нәрсә булса, анда үзең карап кына алырсың. Бетте. Вот в этом маленьком монологе, ну, минут на 10, получается вот ода всем женщинам, которые готовят стол, которые думают, что же, как же угостить гостя. Ну а мы готовимся к тому, чтобы угостить друг друга вкусным элешем. И, кстати, татлы тоже уже, я думаю, на подходе. Отправляем в печь наши пирожки и будем пробовать оба блюда. Элеш с курицей. В глубокой посуде смешали нарезанную на небольшие кусочки куриную грудку и мелко нашинкованный репчатый лук. Приправили солью, перцем и оставили мариноваться на 20-30 минут. Картофель нарезали мелкими кубиками, добавили к замаринованным грудкам и как следует перемешали. Дрожжевое тесто разделили на небольшие кусочки и раскатали в лепешки двух видов. Одну побольше величиной с чайное блюдце, другую поменьше диаметром 3-5 см. В середину каждой большой лепешки положили подготовленную начинку и небольшой кусочек сливочного масла. Края лепешки подняли и присобрали, накрыли лепешкой поменьше и защипали. Подготовленные таким образом элеши выложили на противень и отправили выпекаться на 40-50 минут. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Будем пробовать наше блюдо. Бекматур итеп келип чыкты. Какой элеш вам нравится? Вот сіз бірінші, вы первый. Я возьму, который побольше. Хорошо. Ох, кайнар. Ну и, конечно же, мы будем запивать наши вкусные элеши традиционным татарским катыком. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Такой сочный, такой вкусный. Миляша, хочется отдельно отметить ваш небольшой секрет приготовления элеша в том, что мы добавляли сливочное масло, а оно, мне кажется, вдвойне сделало наш элеш сочным и вкусным. Отлично. Ну а сейчас предлагаю попробовать татлы. Так, бисмиллахир-рахманир-рахим. Скажу вам по секрету, и второе блюдо у вас получилось вкусно. Бигзур-рахмат. Миляша, на этом наша вкусная программа подошла к концу. Я Бигзур Ахмед. Оба блюда получились у нас на 10 баллов. И до новых встреч. Большое спасибо, Бигзур Ахмед, вас лично. И также наших зрителей мы ждем в театре Ляскара Камала. Где тоже, кстати, весело, вкусно и интересно. Это была программа «Секреты татарской кухни». Смотрите нас на канале ТНВ. Сау болос, дуслар. Пока-пока. Если вы не успели записать рецепты наших блюд, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. А также не забывайте подписываться на наш канал на Ютубе. Благодарим ресторан «Печь» за предоставленный интерьер и помощь в организации съемок.